Напередодні Нового года у Палацы культуры профсоюзаў аншлаг. Новогодние представления збирают сотни хлопчиков и девчонок с Бреста и в области. Штогод на сцене новые пригоды. Але, как правило, это борьба светлых и темных сил. В этом году наше представление называется «Новогодние приключения смешариков». Добрые, веселые, озорные Крош, Нюша и Лосяш пускаются в сложное, необыкновенное, опасное приключение, чтобы победить чары Малефизенды и разбудить Дедушку Мороза. Профсоюзный лидер в области тепло повіншаваў юных гостей с надыходзячымі святами. Пожадал им здоровья, а таксама марыць и верить у цуды. Ни одна профсоюзная организация, имеющая более-менее какие-то средства, не остается в стороне. Практически все трудовые коллективы по коллективным договорам тоже предусматривают какие-то финансовые возможности для того, чтобы оказать чудесные подарки и внимание чудесное к детям. Поэтому и мы это тоже делаем. Я хочу сказать, по прошлому году, итог этого года еще не закончен. В прошлом году только вот в этом зале областного дворца профсоюзов было выкуплено и были на елке порядка 13 тысяч детей. 468 хлопчиков и девчонок окунулись в новогоднюю казку театрализованного представления у Палацы профсоюзов. Кожный из них разом со своими батьками отрымали солодкие подарунки и незабывные эмоции. Мы приехали на эту елку с профсоюзной организацией нашей, которая нам помогла сюда попасть, чему очень рады. Каждый год у нас, получается, выдают билеты. Вообще регулярно участвуем каждый год, как праздник. Это нотки, которые предшествуют празднику Новому году. Новогоднее свято только частка великого добрачинного проекта «Профсоюзы детям». Он проводится круглогодово на протягу уже 1,5 годов и радует маленьких жыхароў в области напередодні святаў и значных подей у их житті. Анастасия Цакун, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».